Итак, 6 класс. Суммативное оценивание за третью четверть. Русский язык и литература. Слушание. Задание 1. Перед прослушиванием ознакомьтесь с заданиями. Прослушайте текст 2 раза. Отметьте правильный ответ А, Б, С или Д. К тексту есть вопрос, требующий краткого ответа. Итак, текст. Язык – это уникальное средство общения. Без языка невозможно учиться, овладевать профессиями, обмениваться мыслями. Огромная роль языка в реализации культуры, науки, воспитании. Зачастую мы не думаем о важном, например, о роли языка в нашей жизни, о том, как хорошо, что есть речь. Мы не испытываем счастья от того, что есть буквы, слоги, предложения. А ведь язык – это великое благо. Человек так устроен, что у него есть настоятельная потребность делиться своими знаниями, думами, чувствами с другими людьми. Менялись эпохи, законы, представления о жизни, но общее было всегда. Важный инструмент, без которого неосуществимо это общение, мышление. Это знак, то есть возможность наделять некий внешний сигнал, предмет или изображение определенным смыслом. Это по силам сделать только человеку. И человек постоянно работает над созданием новых и улучшением старых знаковых систем, чтобы с их помощью удовлетворить свои потребности. Итак, задание к тексту. Первое. Определите ряд ключевых слов, словосочетаний. Так, вариант В. Средства общения, роль языка, человек, союзник. Второе. Укажите тему текста. Тема текста – язык – это средство общения. Основная мысль текста. Третье. Основная мысль текста – только человек обладает способностью говорить. Четвертое. Подберите синонимы к слову «эпоха». Вариант А – век и еще столетие можно. Так, дайте короткий ответ. Ответ на вопрос, какова роль языка в жизни человека. Благодаря языку люди общаются, учатся, обмениваются мнениями, работают. Так, чтение, задание 2. Прочитайте текст. Акртас – удивительный памятник древности, дворцовый комплекс 8-9 веков. Акртас находится в 45 километрах от города Тарас в Жамбылской области и входит в список 100 сакральных объектов Казахстана. Памятник представляет из себя руины некоего строения, возведенного из огромных темно-красных каменных блоков. Строители комплекса владели удивительными для своего времени инженерными технологиями. По одной из версий ученых, Акртас мог представлять из себя монастырь с кельями для монахов. Среди ученых популярна версия, что Акртас был арабским дворцом, построенным в 714-715 году по приказу арабского полководца Ибн Муслима Кутейбы, главнокомандующего Объединенной силы арабов, в Атлахской битве 751 года. По этой теории дворец обозначал границы захваченных арабами территорий и являлся резиденцией полководца. Стены Акртаса имеют толщину от 3,5 до 5 метров, высота фундамента зданий 4 метра. Это только подтверждает предположение о грандиозности строений комплекса. Комплекс снабжался водой из родников, находящихся в 3-4 километрах от него, благодаря удачной конструкции водопроводной системы. В июле 2014 года 8 археологических памятников Казахстана, в том числе и Акртас, вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО в составе объектов Великого Шелкового пути в Чаньань-Тяньшанском коридоре. Итак, задание 1 к тексту. Определите стиль текста.
Вариант В публицистический. Второй вопрос. Какая информация соответствует тексту? Среди ученых популярная версия, что Акртас был арабским дворцом. Вариант А. Третье. Определите истинность и ложность утверждений. Так, первое. Комплекс снабжался водой из родников. Да, это правда. В июле 2014 года Акртас пошел в список всемирного наследия ЮНЕСКо. Ложь. Акртас входит в список 100 сакральных объектов Казахстана. Правда. Итак, установите соответствие, соединив линиями слова и понятия. Так, толщина стен от 3,5 до 5 метров, высота фундамента 4 метров. Пятое. Составьте план из 3 пунктов. Акртас — удивительное строение, грандиозное строение, всемирное наследие ЮНЕСКо. Так, письмо, задание 3. Написать рассказ объемом 80-100 слов по одной из тем. Включите изобразительно-выразительные средства, используйте активные и пассивные конструкции. Предложения с прямой и косвенной речью. Соблюдайте пунктуационные нормы. Итак, темы: берегите близких людей. Вторая тема: мой герой. Итак, примерный рассказ. Близкие для человека люди. Это семья, родственники, друзья. Это люди всегда с вами, они берегут вас, и поэтому тоже должны их беречь. К примеру, семья, она с вами с самого рождения до самой смерти. Самые близкие люди — родители, которые делают для вас, для вашего блага, беречь близких, то есть помогать по дому, заботиться хорошо, учиться, не ругаться с семьей, поддерживать и так далее. Без близких человек не может прожить, потому что он будет одинок. С близкими всегда нужно поддерживать связь. Если бабушка далеко живет, нужно заглядывать к ней, как только появится возможность, и помочь, чем только можно. Говорение. Задание 4. Просмотрите списки ключевых слов и составьте план своего монолога по одному из списков. По плану составьте небольшой текст повествования, избегая повторного, и соблюдайте лексические нормы языка. Тут пример на тему современный Казахстан. Так, я живу в великой стране под названием Казахстан. Казахстан — это красивая и могучая страна, страна возможностей. Правительство Казахстана заботится о народе, делает жизнь народа лучше. В Казахстане множество красивых мест, достопримечательностей, огромное количество парков, памятников великим людям. Казахстан хранит в себе историю древних лет. Широки просторы казахстанских земель. Я люблю Казахстан. Я патриот своего государства. Я готова прилагать все усилия, чтобы моя страна не только осталась такой красивой, но и становилась еще красивее. Спасибо за внимание. Не забудьте написать комментарий, поставить лайк.